Арсен Сугаибович Балов, заслуженный тренер СССР по стрельбе из лука. Родился в 1933 году на заставе Гжиманча в Казахстане, где служил его отец. Родители – уроженцы аулов Инжичукун и Эльбурган. Отец – кадровый офицер, погиб на фронте в 1942 году. В 1943 году Арсена Балова приняли в Суворовское училище, которое он окончил 10 лет спустя. Затем окончил Ленинградское общевойсковое училище, Ленинградский институт физкультуры, военно-политическую академию имени Ленина. Работал преподавателем, начальником кафедры физподготовки в академии. В 1963 году начал тренировать стрелков из лука. Был назначен главным тренером сборной Советского Союза, затем государственным тренером СССР. Вырастил 4 поколения спортсменов, среди которых чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр. Арсен Сугайбевич, с 1963 года вы занимались тренерской работой, тренировали спортсменов по стрельбе из лука. Из тех, кого вы воспитали, кого вы вырастили, кем вы больше всего можете сегодня гордиться, кого вы с удовольствием вспоминаете, кто вам больше всего дорог из ваших учеников? Ну, я вам скажу, что я, через мои руки прошло, наверное, 4 поколения стрелков из лука. И в каждом поколении, они мне все дороги. Все, и мужчины, и женщины, потому что я потом стал главным тренером, тренировал и ту, и другую команду. Но в основном, конечно, я был ближе и дороже мне эта женская команда, потому что я с ними начинал, я с ними рос. Мы с ними поднимали советскую школу стрельбы из лука, которая стала признана во всем мире. И мы завоевывали передовые позиции вначале женщинами, а потом уже мужчинами в этом отношении. Если говорить о женщинах, в каждом поколении были свои. Ну, допустим, последние, если говорить, потому что очень много было хороших, выдающихся спортсменов. Ну, я вам скажу, что самые выдающиеся и самые талантливые, и самые, допустим, говорить любимые, или так вот сказать, это была Наталья Бутузова, которая владела всеми рекордами мировыми, и по дистанциям, и в этом самом, и все остальное, и в команде она была ведущая. То есть это была спортсменка высочайшего класса в этом отношении. Сейчас она замужем, у нее 2 детей, великолепно она устроена. Вот. В этом году уехала в Ганновер, ее пригласили в один из клубов, вот она год там работает, играющим так тренером, чтобы там у них женская команда очень в Германии была плохая, но имеется в виду клубные команды. И вот они хотели пригласить человека, который бы их подтянул и являлся бы примером. Вот она сейчас год там работает. Это вот Бутузова из вот этих вот где-то 2-го поколения, то есть это сам 3-го поколения, так. Ну, конечно, Лособеридзе никуда ты не денешь, потому что она олимпийская чемпионка, это чемпионка в Москве, 80-й год. Бутузова ей проиграла, она стала серебряным призером, там у нее немножко она приболела, а так она должна была выигрывать, Бутузова. Ну, дело не в этом. Выдающаяся тоже спортсменка. Из Кутаиси, такая от природы очень сильная, волевая и очень порядочная. Ну, как человеческие качества у нее были великолепные. Ее просто звали совестью команды, она всегда рассудительная такая была, ну, как грузинки. Женщины-грузинки в этом отношении. Вот. Аржанникова была очень хорошая спортсменка, это в этом самом. Это все мои личные ученики, о которых я говорю. Как тренер сборной страны вы получали уже готовых спортсменов, наверное? Да, в смысле, в основном не готовых спортсменов. А вот Бутузову я взял с пеленок. То есть она вообще не была. Я был один тренер женской команды, имел колоссальный авторитет у руководства в этом отношении. То есть я кого говорил взять в сборную команду, то не брали. Мы ее взяли, вот Бутузову совершенно, она была, можно было еще года 3 ее не брать. А как к вам попала Зибинису Рустамова? А Зибинису Рустамова тоже самое, она с юношеских соревнований заняла там 4-е место. Ну, я ее увидел, мы ездили как селекционеры еще, посмотрели на чемпионатах этих самых юношеских. Вот.
И я ее позвонил, по технике она великолепно стреляла, она очень такая чувствительная, у нее очень тонкие дифференцировки, она их чувствует, мышечных усилий. А у нас основное это повторение многократное, одинаковые по темпу, по времени, по структуре движения. Она их выполняла. Ну, маленькая, худая, кушала, наверное, плохо в этом отношении, студенткой была. Я ее взял в сборную, мы ее одели, дали ей стипендию и все остальное. И был очень большой спор, это было в 1975 году, ей было всего 20 лет, ну 20-й год шел. Брать ее на чемпионат мира в Швейцарию или не брать. Опять я настоял, что ее нужно взять, 4-й. Потому что у нас там из 4 спортсменов, лучшие, там 4 дня соревнуются, такое соревнование олимпийское было, 4 дня. Марафон, и психологический марафон, и физический этот самый. Что лук это атлетический вид спорта, это так думается, вот она там. Она каждый раз держит 17 килограмм в предельной растяжке. Это надо прицелиться, это надо в статике поставить, зачинить прицел, потом выпустить. Вот если перемножить килограммы этих самых, сколько она растягивает на секунду, это атлетический вид спорта. И я настоял, чтобы она выиграла чемпионат мира в этом самом, 20-летняя девчонка в этом отношении. И она потом выиграла бронзу на Олимпиаде в Монреале на следующий же год. В 75-й, там 76-й был в Монреале. И многие годы она была, ну, лет, наверное, 7 она в сборной команде помогала и стреляла, и все остальное. Забинису Рустамова тоже одна из выдающихся спортсменов. Потом она стала министром спорта в Таджикистане. Это первая была женщина-чемпионка мира, таджичка в этом плане. Вы готовили сборную к 6 Олимпиадам, но в одной из них вам не удалось участвовать. Давайте вспомним 1984 год. Какие чувства вы испытали тогда, когда от имени спортсменов Советский Союз отказался участвовать в Олимпиаде в Америке? Ну, это понятно, вы сейчас понимаете, что это было смешно, чтобы спортсмены, допустим, отказались от участия в Олимпиаде. Потому что это каждого спортсмена это ну, и гордость, и счастье участвовать в таком форуме спортивном, как Олимпиада. Олимпиада же она ни на что не похожа. Чемпионаты мира, Европы, там вот эти международные соревнования, они же ни в какую по накалу, по психологическому фону, по той атмосфере, по значимости победы, они ну, как небо от земли. Там совершенно. И каждый спортсмен, конечно, стремится и готовится, и у него старт, главный старт 4-летия, это, конечно, Олимпиада. Уже мы не говорим там о вознаграждении какие-то, потому что у нас, вы знаете, у спортсменов и Советского Союза, и России сейчас материальное поощрение очень низкое. Если, допустим, на последней Олимпиаде в Барселоне победитель, допустим, испанец или итальянец получил $1 миллион, то у нас получали по 10 тысяч долларов, и то целое постановление тут было, и все остальное. Тут играла совсем другая роль, но мы воспитаны были по-другому. Это престиж, это имидж страны, это флаг, это гимн, это все остальное. Вот главное было. Эти альтернативные игры, которые были устроены, да. Они таким духом, наверное, не Нет, конечно, это совершенно не... Хотя все эти вот атрибутика, та, которая, допустим, заслуженных мастеров спорта задавали за победу, то есть нормативная основа есть для выполнения заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР. Если, допустим, выигрываешь Олимпиаду, там сразу же, без всяких приказов, там же вручается тебе значок заслуженного мастера спорта, удостоверение и все остальное. Ну и денежные вот эти материальные вознаграждения. Все это существовало. Но для спортсмена альтернативные игры настоящие, это как небо от земли. Это даже ниже, чем чемпионат мира. И мира, и Европы, потому что, ну, в конце концов, отказались только соцстраны, по сути дела. И мы проводили эти альтернативные игры в 1984 году в этом самом в Чехословакии, в этом плане. Ну, конечно, была установка перебить все результаты, которые, ну, вы представляете, да, вот вызвали и сказали тренеру, вот вы должны, если там, допустим, победитель, у нас там 2880 можно набрать общую сумму, вот если там 2620, то вы должны 2640 сделать. Там, 2600. То есть перебить вот этот результат победителей всех в любом виде спорта. Вот у нас было вот так. И получилось? Конечно. Ну, раз
было приказано, так и мы это самое сделали. Но дело в том, что мы поистине были очень готовы. В то время, допустим, у меня была команда женская, 20 человек, которые делали за 2630. Это 20 человек, а я должен вести был всего 3 человека. А во всем мире была одна женщина, это южная кореянка, которая делала 2630, то есть 3. 2603. А у меня было 20 их человек. Но вы сами представляете, также и мужчин. Мы могли их не только, то есть выиграть это одно, мы его растерзали на этой Олимпиаде 84 года. А мы только довольствовались альтернативными играми. Никакого, конечно, удовлетворения, никакого этого самого спортсмена не было. И никому не верьте, что спортсмен какой-то сказал, что вот, мы не хотим. И сами руководители спорта, во главе с Павловым, то же самое были против того, чтобы мы не участвовали. Это решал ЦК, это решал, не наша епархия, не спортивная. Кроме Олимпийских игр были другие турниры, в которых вы участвовали. Есть ли какие-то особо памятные для вас соревнования? Я вам скажу, я столько много участвовал в этом самом, если я вам скажу, что я начал выезды на международные и официальные, и неофициальные, 68 года. 68 года по 92. Вот я руководил этой сборной командой, объездил с ними, мне повезло и посчастливилось, что если бы я не был тренером, не был, допустим, этот самый, и не держался вот такие долгие годы, а чтобы держаться, вы понимаете, что надо в то время было. Надо работать, наверное, копать, землю рыть и соображать головой в этом отношении. Я пережил и Тарасова, и Чернышова в этом самом, и пережил очень многих знаменитых, Гомельского и все остальные. Все развенчанные остались. А я так вот ушел только когда эти самые структуры всесоюзные прекратили существовать. Я уже говорил, что я заключил контракт хороший, выгодный в это самое, уже будучи на Олимпиаде в Барселоне. И не думал с российским луком вообще дело иметь в этом. Предлагали мне и президентом стать, и главным тренером, но я уже был связан договором. Я должен был уехать в этом отношении. А до этого меня приглашали в очень многие страны мира, еще и остаться, и спортсменов таких знаменитых. Тогда, вы знаете, у нас даже и помысла не было, и вообще мыслей таких не было. Где, зачем и почему, чтобы мы думали, что можно там было оставаться. А предлагали очень многие страны. Пожалуйста, последний, вот когда КЧБ было, и то в Польше чемпионат Европы, это мира был, вот вы говорите, запомнился, это очень сложный такой был чемпионат мира. Я привез команду, а там у нас вот эти 3 дня здесь намечался переворот. И в это время уже страны открыли эти самые для советских граждан эти самые права беженцев. А беженцы там имеют свои эти самые льготы и все остальное. И был организован комитет в этом самом, в Варшаве, который принимал и рассылал по любым этим самым. Я был со супругой, вот, Ларисой Махмудовной. Мы там вместе были. И нам предлагали и в Америку, и в Италию, и во Францию, и Эмираты, и кого только нет сам. У нас только 2 детей здесь было. И еще у меня группа была тренеров. Я их собрался и говорю, ребята, никаких. И мы все дружно приехали в Советский Союз. А многие остались там. И вот эти 3 дня они использовали, чтобы получить статус беженца. И остались. Можно Вот ли это сегодня точно. говорить о том, что вот тренерский путь Арсена Балова был, так сказать, усыпан победами или были какие-то обидные поражения? Нет, я вам скажу, что обидных поражений таких, чтобы провалов у меня не было. Не было. Но в то время, если мы занимали 2-е место, мы ходили по комитету с опущенными глазами. То есть, сложилось такое впечатление, что команда Балова не может проигрывать. Это сложилось впечатление не просто так, а за длительный период этого времени, когда мы равных не видели в этом самом мире. И часто вам приходилось ходить с опущенной головой? Но я вам скажу, что вот, допустим, в Йорке, в этом самом, команда лично выиграла Габченко, у нас тоже москвичка здесь, тоже хороший спортсмен. А командой мы проиграли Польше. Проиграли всего 3 очка. Но вывез, здесь диспансеризация у нас комплексная научная группа, все,
проходим мы УМО, там углубленное медицинское обследование, это этапное медицинское, и продевали, и взяли одну эстонку в положение. Она такое сложение мужского, незаметно совершенно ничего. Ну и врач интересный пропустил это дело. Или она ее обошла как-то. А когда приехали, у нее токсикоз там открылся и все остальное, а мы ничего не можем понять. Думаю, она отравилась. Потом приехали в Союз, да, она сделала на 200 очков. Сама, лично, на 200 очков, меньше, чем она должна сделать в среднем результате. А мы проиграли 2 очка. Вот это запомнилось на всю жизнь. И я дал себе зарок, что беременных женщин в сборную команду. Да, тогда еще не было, извините, тогда не было еще интересного этого у нас врача в диспансеризации. Я ее ввел после вот этого случая. И все проверяли. И все равно еще один случай был, точно такая же история. Вот 2 раза, говорят, лошадь на одном месте 1 раз спотыкается. А Балов ошибся 2. Уже, я не знаю, уже лошадь, что ли, оказался. И никаких оргвыводов не последовало обычно? Нет, я все, ну, это, она же подвела всю команду, она в этом самом ее... Нет, в отношении вас. В отношении меня нет, потому что, ну, 2-е место это не 5-е, не 6-е. Это серебро на этом самом. Но мы считали, что это было очень и очень низкий показатель нашего выступления в этом отношении. Ну, в Аделаиде, нет, не в Аделаиде, а уже в Канберре, когда мы участвовали в этом самом. Просто нас не пустили, чтобы адаптация, акклиматизация хотя бы была в среднем плане. Ну, адаптация, ладно, к временным параметрам. А вот акклиматизация, там жара в 50 градусов, все в зените, нигде спрятаться и все остальное. И мы не сумели, где-то неделю нам не дали, потому что денег не было. Мы выехали, и где-то на середине вот этой акклиматизационной этого периода мы остановились. И мы проиграли американкам. Хотя американки были намного хуже нас подготовлены, но они сидели в этом самом, в Новой Зеландии, там есть база американская военная, и там спокойненько тренировались месяц. Хоть в жаре привыкли. А мы приехали, была великолепная погода. Ну такая, можно терпеть. А как начали соревноваться, тут жара в 50 градусов. Мы не тренировались в эту жару, потому что приехали, был дождик, там туда-сюда, была благоприятная такая погодные были благоприятные условия. И тут получилось вот так. Вот этот запомнился очень. А победы такие, они в то время считались как должные. И поэтому вот так, чтобы оставить, вот яркая победа там, допустим, в Италии, или яркая победа в Англии, там, или такого вот не осталось. А вот в принципе, что я где-то 10 или 12 чемпионатов мира выигрывал, да, это в общем плане, да. Что, допустим, все чемпионаты мира, начиная с 71-го года, все чемпионаты Европы, извините, Европы мы выигрывали вплоть до 92-го года, пока я был главным тренером. Ни одного чемпионата Европы. И выигрывали и мужчинами, и женщинами, и лично. 1-е, 2-е, 3-е место. То есть все пьедесталы были наши на Европе. Теперь у нас еще был чемпионат Европы в закрытом помещении, там другую стреляют дистанцию, там на 25, на 18, но это типа профессиональной такой стрельбы. Так мы ни единой этой Европы тоже не проиграли. Так что я могу спокойно на пенсии, вот сейчас я нахожусь на пенсии, спокойно вспоминать, что таких провалов, которые могли бы. Ну вот неудачно выступили немножко на этом самом, в Барселоне. Но в Барселоне уже была очень сложная психологическая ситуация. Мы командой этой самой объединенной выступали последний раз. То есть потом по собственным квартирам, потому что уже СНГ образовалась, страны вот эти независимости, они сами вошли уже в ООН, у каждого свой был Олимпийский комитет, но на эту Олимпиаду решили объединенной командой. Рычаги те, которые имел главный тренер, и в будущем это самое, они ослабли. Вот каждый начал искать себе, раньше не помышляли, допустим, уехать, стрелять за другую. Вот у меня на Саридзе, вот вы видели там эти самые снимки, это чемпионка мира, подающая надежды. Я в нее, и не только я, и тренерский совет сборной вложили очень много. Ее за короткий промежуток времени мы подготовили в хорошую такую мастера международного класса. Уехала в Турцию накануне этого.
Просили ее, останься, после Олимпиады поедешь. Нет, уехала. Все, вот, оголила команду в этом. Арсен Шубевич, вот тот момент в 63-м году, когда вам предложили в первый раз тренировать лучницу, так, Да. и как вы отнеслись тогда к этому моменту, и как вы сейчас относитесь к тому, что вот, Вот так судьба... Вы знаете что? Я очень негативно отнесся, потому что у меня очень много было работы. Я вел команду мастеров по баскетболу, у меня волейбол был, легкая атлетика. Всего того, что я этими видами занимался, имел неплохие результаты еще с детства. Там и Суворовское училище, спартакиады выиграл в легкой. Этот Ставропольский край я вообще там не видел, я был этот самый без смены с 8 класса я там перепрыгивал. Татаршава и все остальное. Брат у него, этот самый, нет, как же у него? Корней, он за сельские эти самые прыгал, я, значит, за город. Но мы всегда вдвоем оставались. Он никак бедный меня не мог отпрыгать. А он такой самолюбивый был. Вот. Ну, хороший спортсмен был, все остальное. И вот мы два, значит, из Карачаева-Черкесии оставались вот на этом деле. Поэтому у меня очень много было работы. И тут еще они пристали с этой луком, который я вообще, я только закусывал этим луком. Я вообще не знаю, что такое лук. Отстань от меня, ради бога. Он пошел к начальнику. Но знаменитый спортсмен, орден Ленина имел там туда-сюда, и все, и я, между прочим, за него экзамены я не это сам сдавал в эту академию, приняли мы его. Вот. И он пошел к начальнику, а начальник меня вызывает и говорит: я вас прошу. Ну, вы знаете, что такое в армии прошу. Да я вам приказываю. Ну, что мне оставалось делать? Я взял. Ну, пришла фивочка такая в этом. Я говорю: куда ты пришла? На тренировку. Я говорю: видишь, как пашут там атлетизм зимой. Там у меня женщины были, толкатели ядра, там метатели диска, туда-сюда. Я говорю: так как ты пришла? А потом ты мне принеси этот чеснок. Я же не знаю, с какого бока его, что у тебя тренировать, я не знаю. Ну, я физику понимаю, я знаю, что такое атлетизм, круговая тренировка, все остальное. Но я не знаю, что тебе тренировать, ягодичную мышцу или, допустим, там, разгибатели, допустим, предплечья. Придешь, пришла, показала мне все, но мне самому понравилось стрелять. Но сейчас вы не обижены на судьбу, что вам... Нет, конечно, не жалею. Сейчас, потому что пробыл в Луке 33 года уже, вот, и уже сейчас, вот оклемаясь немного от всего этого дела, опять потянул, опять сейчас тренирую московскую команду. Являюсь первым вице-президентом федерации этой команды. Сейчас вот я вам говорил, что буду баллотироваться на президента. Пройдем, еще будет обозиниться один президент